Доброе утро, дорогая республика! На календаре 10 января. И сегодня в этой студии это утро встречаем с вами мы, Дарья Анкехова и Павел Танин. Ну, думаю, сегодня, наверное, уже все поняли, что выходные закончились. Если вчера какие-то надежды еще оставались, то сегодня они уже развеялись окончательно. Трудовой год начался, трудовая неделя началась. Ну, это разве не прекрасно? Потому что, деятельность человека – это же то, ради чего мы живем. Что-то делать в этой жизни, что-то привносить, улучшать, создавать и так далее. То есть сегодня ты проснулся легче, Павел? Нет. Нет. Ну, отлично. Давай напомним нашим телезрителям о том, что мы работаем в прямом эфире, а это значит, что у вас есть уникальная возможность присоединиться к нам. Для этого вы можете отправить свои вопросы для наших гостей, либо передать привет на номер, который вы видите прямо сейчас на своем экране. Успевайте, возможно, вы еще не поздравили своих близких с новогодними праздниками, это тоже можно успеть сделать в прямом эфире нашего утреннего эфира, конечно, утреннего утра, я бы сказал так. Ну, о чем же мы будем сегодня говорить? Есть о чем рассказать. Собственно, статистика киберпреступлений по итогам 2022 года весьма печальна. Россияне стали чаще, несмотря на большую информационную работу, стали намного чаще попадаться на уловки мошенников. И какова же статистика, узнаем у нашего гостя. 15% россиян не понравились новогодние подарки. Чем же они недовольны, узнаем из нашего эфира. Китай открыл свои границы, но есть нюансы. Российские ученые хорошо завершили прошлый год, они разработали ряд новых продуктов. Кто такие патриоты? Все это мы также сегодня будем узнавать. Обязательно сегодня поговорим о том, какую книгу можно прочитать не только с удовольствием, но и с пользой, а также какие же даты события сегодня обязательно тоже узнаем. Так что оставайтесь с нами в течение ближайших 50 с чем-то там еще минут. Будем об этом всем говорить, все рассказывать. Вместе с вами самое главное просыпаться, встречать день наступивший. Но, как по традиции, начнем мы, конечно же, с разговоров о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 47 градусов. В Заречной группе 44,50 ниже 0. В южных 24,13 со знаком минус. В Вилюйской группе до минус 41, в Нижнеленских 38,50 ниже 0. В западных районах до минус 34, в Колымо-Индигирской группе улусов до минус 54. В Янских районах 31,54 градуса со знаком минус, на северо-западе до минус 60. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 46 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Туман. Сегодня днем небольшой снег, туман, северо-восточный ветер 1 метр в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 35. Минус 35 – это будет самая холодная точка сегодня днем, а вот утром, как мы уже сказали, было минус 46. В связи с этим хорошая или плохая, но все-таки новость для учащихся с 1 по 8 классы. Сегодня для них объявлен в Якутске актированный день. Ну, Паша, вот я уже затронула тему того, что вот 15% россиян не понравились новогодние подарки. Вот ты относишься к этим процентам или все-таки ты был доволен? Ну, я был доволен тем, что я подарил, это самое главное. Ну и мне подарки достались тоже достаточно интересные. Я очень рад их получить. Конечно, были варианты, но я не скажу, что все очень плохо. Наоборот, все очень классно, потому что вещи действительно полезные. Вещи, которые можно использовать, и вещи, которые радуют тебя. Что может быть лучше? Кстати говоря, возвращаясь опять же к статистике, мужчины недовольны в 1,5 раза больше, то есть, чем женщины, то есть в процентном соотношении, представляешь? Ну, потому что женщинам не дарят носки на праздники, поэтому мы уж понимаем. Нет, это все не поэтому. Мне кажется, просто потому, что женщины, они такие более практичные, им все в дом, все в быт, все на себя. В общем, ничего не пропадет. А мужчины все-таки выборочны. Тогда 8 марта подарю тебе носки. Все на себя, как говорится. Ну, вообще, Суперджоп сервис провел опрос, узнать вообще, как новогодние подарки люди восприняли. И статистика, она такая. Чаще всего ненужные вещи, если кому-то подарили их, люди планируют оставить себе с мыслью, что вдруг когда-нибудь они пригодятся. Но практически каждый второй был рад возможности вернуть в магазин. Вообще в опросе сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Большинство россиян, в принципе, довольны новогодними подарками. Каждый второй удовлетворен на 100%.
Судя по комментариям, чаще всего нарекания вызывают дешевые сладости и носки. А вот среди подарков, которые однозначно понравились, в основном дорогостоящие девайсы и гаджеты, ювелирные изделия, бытовая техника, косметика и парфюмерия, выбранная по заказу принимающей стороны. Ну, в исторический день 8 января, когда были введены облегченные правила въезда в материковый Китай, с раннего утра тысячи людей выстроились у наземных контрольно-пропускных пунктов. На 11 часов утра в воскресенье границу пересекли около 9 тысяч жителей Гонконга. Для того, чтобы контролировать ажиотажный спрос на поездки, власти Китая и Гонконга ввели суточную квоту на пересечение границы. Через наземные переходы ежедневно в каждом направлении границу могут перейти 50 тысяч человек. Предусмотрена также дополнительная квота в 10 тысяч человек для тех, кто путешествует самолетом, паромом или автобусом по мосту в город Чухай южной китайской провинции Гуандун. Единственное требование для въезда по новым правилам – это пройти тестирование за 48 часов до прибытия в КНР. Символично, что отмена ограничений вступила в силу на фоне начинающегося в Китае празднования лунного Нового года, который в этом году приходится на 22 января. Отмечание Нового года традиционно растягивается на несколько недель и сопровождается самыми массовыми в мире перемещениями населения внутри почти 1,5 миллиардной страны, позволяя многим встретиться с родственниками и увидеть новые места. Действительно, Новый год для китайцев – это что-то невероятное. Если мы празднуем всего плюс-минус 9 дней, то там это растягивается на недели. И действительно, для них сейчас есть возможность уникальная перемещаться куда-то. Ведь зачастую родственники находятся не на соседней улице. Ну, говоря про длительные выходные в Китае, есть на то свои причины, насколько мне известно. Да, вот если сравнить, допустим, нашу страну и Китай, в принципе, новогодние праздники в Китае — это единственные праздники, когда вот у них все останавливается, но зато весь остальной год они работают. Сравним же с нами, у нас есть и майский, и День защитника Отечества, и 8 марта. Много-много праздников в течение года мы отмечаем. Вообще, если вот так собрать все праздники в кучу, я думаю, что мы полноценно можем просто 2 месяца из дома не выходить все. То есть ты за то, чтобы один раз, но долго праздновать? Нет, или по чуть-чуть? я про то, что все так удивляют, что вот в Китае там жизнь почти останавливается во время праздников. Но я говорю, причины, в принципе, в том, что они в целом отдыхают меньше. Но сегодня уже 10 января, и давайте узнаем, чем же знаменателен этот день в истории человечества. На календаре 10 января. Сегодня отмечают святки. День инженера-механика ВМФ. День горького шоколада. День благодарности комнатным растениям. День своеобразных людей. День без глютена. День уборки со своего стола. По народному календарю в этот день продолжаются рождественские гуляния и святочные гадания. На Руси с этого дня начинался период свадеб. Окончание поста означало, что можно кушать мясо и накрывать щедрые праздничные столы. Люди верят, что загаданные желания в этот день непременно исполнятся. Для этого проводят специальные ритуалы. В домочадцы в день запрещается ругаться и выяснять отношения. В Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена протяженностью более 3,5 километров. Образование Саратовской и Сталинградской областей в составе РСФСР. В этот день состоялся первый пассажирский полет на реактивном самолете. Вышла первая передача «Что, где, когда». Первый выход в свет Википедия как части Нупедия. Через 5 дней Википедия становится самостоятельным сайтом. В Российской Федерации введен новый вид уголовного наказания – домашний арест. Алексей Толстой – русский писатель и публицист. Аркадий Трусов – актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Натан Рахлин – советский дирижер, народный артист СССР. Валентина Теличкина – советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Борис Войцеховский – советский и российский актер и режиссер. Именины сегодня отмечают Симон, Петр, Николай, Леонид, Игнат, Ефим, Аркадий, Александр, Агата.
Продолжим полезной информацией подпитываться. По последним данным Банка России, кибермошенники в третьем квартале 2022 года украли у россиян почти 4 миллиарда рублей, осуществив денежные переводы без согласия клиентов. Это рекордная сумма за квартал минимум с начала 2019 года, когда Центробанк начал публиковать статистику в новом формате. Вместе с суммой похищенных средств выросла и доля социальной инженерии, методов обмана, при которых человек самостоятельно переводит деньги мошенникам или сообщает им необходимые данные карты или личного кабинета мобильного банка. В третьем квартале 2022 года этот показатель составил почти 55%. Год назад 41%. До этого больше было только в первом квартале 2021 года, порядка 56%. Банки смогли возместить минимальную долю похищенных средств всего 3,5%. Для сравнения, в третьем квартале прошлого года эта доля составляла 7,7%. Так, эксперты ВТБ, второго по размеру активов банка в стране, прогнозируют четырехкратный рост активности мошенников по сравнению с прошлым годом. Безусловно, у мошенников каждый раз появляются какие-то новые методы, опять же, социальная инженерия, как угодно ее можно называть, достаточно тоже эффективная с их стороны методика. Как этому вообще по-разному же еще представляются, то есть на самом деле уже далеко отходят назад куда-то простые мы из службы безопасности банка. Допустим, со мной был случай крайний, это мне позвонили, представились следователем Главного управления МВД. Вот. Но они же не знали, что я знаю, что, как правило, главное управление, оно бывает либо там главное управление муниципальное, какого-то города, либо региональное. Но я допытывал 2 минуты, какое именно главное управление. Мне сказали что-то невнятное, что главное управление МВД по связям с общественностью. Я посмеялся, положил трубку. Но опять же, я знаю вот этот момент. Вот видишь, то есть ты подкован. Именно поэтому мы стараемся как можно чаще освещать эту тему в наших эфирах утренних, потому что действительно эта тема актуальна, и кто, как не мы, можем обезопасить себя и своих близких. Самое главное, предупрежден, значит вооружен. Ну вот, кстати говоря, про службу безопасности банка есть одна такая мудрость от банковских работников старой школы, скажем так. Она звучит следующим образом. Банк никогда ни при каких условиях, если у вас что-то пошло не так, они вам звонить не будут. Правильно. Поэтому не верьте никогда всяким службам безопасности. Именно эту тему мы обсудим сразу после небольшой паузы, ведь у нас в гостях будет гость, который расскажет не только про статистику, но и про меры безопасности. Вы смотрите новости. Доброе утро. Минтруд Республики продолжает принимать работы на конкурс на разработку логотипа Года труда. В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица в возрасте от 18 лет, а также авторские коллективы. Можно выставить не более 3 работ. По итогам конкурса будет определен один победитель с вручением денежного приза в размере 50 тысяч рублей. Жюри будет учитывать оригинальность идей, стилевую целостность и композиционную завершенность представленного варианта логотипа года. Подведение итогов и определение победителя состоится 17 января 2023 года. На год наставника и педагога запланировано много работы для повышения престижа учителя. В школе номер 2 Якутска намерены провести выездные семинары и курсы, а также неделю молодого педагога. В школе уделяют большое внимание развитию деятельности молодых учителей. В 1993 году по инициативе заместителя директора Саргаланы Бродниковой была организована школа молодого учителя. Более 30 молодых специалистов являются членами общественной организации. Они один раз в месяц собираются, обсуждают новейшие методы преподавания, проводят открытые занятия, участвуют в различных конкурсах. У всех педагогический опыт до 6 лет, и за каждым закреплены наставники. Мы с молодыми учителями работаем, проводим различные мероприятия, участвуем в конкурсах, проводим открытые уроки, в творческих конкурсах участвуем.
Но планируем тоже очень много мероприятий, да, у нас в этом году, получается, хотим провести юбилейные мероприятия школы молодого учителя, хотим организовать в своей школе. Выезды планируем тоже по республике, да, как обмен опытом с учителями. Ну, в улусы и также между городскими школами. Якутия получит 320 миллионов рублей на реализацию проектов благоустройства. Всего республика получит 340 миллионов рублей на реализацию 4 проектов благоустройства общественных пространств. Из федерального бюджета выделят по 85 миллионов Ленску и Алдану, 70 миллионов Алекминску, 80 миллионов рублей Тамоту. В Ленске преобразится улица Аюнского. В Алдане горожане смогут отдохнуть в эко-парке Орто-Сала. В Алекминске благоустроят городской парк, а в Тамоте появится зона отдыха Укулан. В стране начались первые рабочие дни после длинных выходных. Многим настроиться на работу очень тяжело. По словам психологов, почти у каждого наблюдается апатичное состояние. Чтобы этого избежать, необходимо настраиваться на рабочий лад заранее. В период выходных рекомендуют правильно питаться, проводить больше времени на улице, заниматься активным отдыхом, а также наладить режим. Психологи также отметили, что если человек находится в апатичном состоянии более 2 недель, ему необходимо обратиться за помощью к специалистам. Это режим дня соблюдать, да, то есть это примерно 8 часов в день обязательно сна, да, свежий воздух, смена тоже деятельности и так дальше. Постепенное вхождение в режим. Постепенно, по мере, так скажем, поступления разных задач, их решать. И питание, оно должно быть тоже полноценным, потому что если это происходит особенно зимой, да, у нас все равно упадок сил очень большой, а витамин D обязательно принимать, да. Благодарим наших коллег и продолжаем наш эфир. Перед паузой нашей мы затронули тему кибермошенничества, да, рассказали о статистике, которая, на самом деле не радует, слово очень не радует. И вот, несмотря на всю работу, проводимую Министерством внутренних дел, к сожалению, процент людей, которых обманывают киберпреступники, он увеличивается. И именно сегодня мы хотели поговорить на эту тему, и у нас в гостях Алексей Мударисов. Он является заместителем начальника отдела управления уголовного розыска МВД по Республике Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Во-первых, с прошедшими вас праздниками. Вас также. Актуальная неделя возвращения в рабочий ритм. Да. Каким был, грубо говоря, последний месяц 2022 года? Какую рекордную сумму похитили? Вообще, насколько в Якутии увеличивается процент людей, которые попадаются на крючок мошенников? Значит, по итогам 2022 года у нас по республике зарегистрировано 2378 преступлений имущественного характера, связанными с IT. С аналогичным периодом прошлого года это число составило 2422. То есть у нас идет небольшое снижение. За декабрь у нас зарегистрировано 278 преступлений по республике. Вот, Это большой показатель для декабря. Вот почему именно декабрь вы берете так? В среднем, если поделить 2400 преступлений на 12 месяцев, в принципе, это так. То на то и выходит, среднее число. А почему, несмотря на большую информационную работу, потому что, в принципе, да, сегодня из всех источников, каких только возможно, и людям напоминают, что не передавайте третьим лицам данные карт, будьте бдительны. Опять же, постоянно приводятся примеры, как мошенники действуют, все равно увеличивается количество людей, которые попадаются. Да, безусловно, это так. Несмотря на нашу массовую работу профилактическую, тем не менее люди попадаются. Мошенники используют новые технологии, которые позволяют поменять телефонные номера. Мошенники используют такие чувства, как жадность, страх. Вот. Поэтому люди попадаются, да, на это. Вообще, тоже интересный вопрос. Преобладают все-таки именно использование технологий, да, то есть когда взлом, хакерство и так далее, или же все-таки социальная инженерия, когда представляются, звонят кем-то там,
Да. кто-то В то-то у большей вас степени. быстрее, в большей степени, что Ну, да, хороший вопрос. Мошенники адаптируются под ситуацию какую-то. То есть, действительно, допустим, в момент каких-то праздников, например, там 8 марта, все предприниматели в основном заказывают там цветы, и, соответственно, активизируются в этот период мошенники по продаже цветов. То есть они и адаптируются под время, под ситуацию, ну и, соответственно, и технологии. Технологии, да, правильно сказали. Алексей, а если взять статистику по раскрываемости, да, а большинство вот этих мошенников, они все-таки находятся на территории республики или это все-таки в масштабах нашей страны? Да, это мошенники находятся за пределами, как правило, за пределами Республики Саха-Якутия. Ну и не исключено, что также мошенники находятся за пределами Российской Федерации. Даже так, да? То Даже есть так. такие системы есть? Да, да. Вот говоря про то, что в основном находятся они за пределами региона нашего, всегда есть такой небольшой лайфхак, которым лично я пользуюсь. Я всегда смотрю на код входящего звонка, потому что мы, в принципе, в Якутии свои коды номеров знаем. И как бы сразу же понимаешь, что-то здесь нечисто, вряд ли кто-то мне будет звонить с другого региона. А если будет, то он у меня записан, скорее всего. А вот здесь вот можно я внесу маленькую поправочку. Когда мошенники звонят, я еще раз повторюсь, что они используют специальные технологии подмены номеров. И поэтому, когда даже человек видит, что к нему звонят с местного кода номера телефона и представляется сотрудником, например, полиции, это не факт, что это звонит сотрудник полиции. То есть это возможно, что это звонит мошенник с помощью специальной, используя специальные технологии подмены номера. Даже так. А какие-то новые появились ли какие-то у них, значит, уловки из самых таких последних? Да. На что нужно обратить внимание, Да. про что еще не говорили мы? Да. Помимо того, что у нас вот существуют вот эти вот отработанные схемы, это когда мошенники представляются сотрудниками различных банков, а также мошенники используют платформы Авито, Юла и так далее. Сейчас у нас очень активными такими стали следующие схемы, значит, попадаются водители, которые используют индрайвер, агрегатор индрайвер, который оказывает услуги перевозки. Какая схема? Мошенник делает заказ, ставит специально большую сумму. Водитель подъезжает на адрес, мошенник ему просит у него данные его банковской карты, соответственно, водитель это все дает, коды дает, мошенник проникает с помощью таких кодов к банковской карте. В личный кабинет? Да, в личный кабинет и похищает деньги. Это первая схема. Вторая схема, значит, у нас тоже очень сильно активизировалась, это когда звонят мошенники и говорят, что родственник попал в ДТП. Были случаи в последнее время, когда приходили так называемые курьеры за деньгами, то есть люди сами отдавали деньги, уже дошло до нас, это в России очень развита схема, дошла до нас эта схема, специально есть молодые люди, приходят и забирают деньги, якобы для того, чтобы там у родственника не было там неприятностей каких-то. И третья схема, она тоже актуальна, я хочу ее отметить, это когда угоняют аккаунт в Телеграм-канале, в Телеграме. Вот, и делают рассылку по контактам, которые были у хозяина Телеграма, о том, что мы хотим занять деньги и так далее. Как, соответственно, уберечься, да? Необходимо просто не давать коды, которые там дают изменение номера, например, в Телеграме. Опять же, всякие двухфакторные аутентификации и прочие сервисы, встроенные в тот же самый Telegram. Ну, спасибо большое, Алексей, за эту информацию. Будем надеяться, что все-таки вот частое упоминание об этом всем будет благоприятно сказываться на нашем населении, и будут меньше они попадаться на уловки преступников. По-другому их назвать нельзя. Ну а мы призываем всех наших телезрителей, будьте бдительны, не доверяйте, лишний раз проверьте. Ну и, конечно, мы все-таки надеемся, что статистика по киберпреступлениям в нашей республике будет ниже с каждым днем, с каждым месяцем. Красота в ритме танца. Премьера на нашем канале. Танцуй. Скоро.
Мы продолжаем. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил новую национальную стратегию действий в интересах женщин. Она будет реализована в 2 этапа с 23 по 26 год и с 27 по 30. Стратегия была утверждена взамен аналогичного документа, срок действия которого закончился в 2022 году. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров страны. Ключевые цели новой стратегии – это соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, а также повышение экономической независимости и политической активности россиянок и профилактика женского неблагополучия. Отмечается, что россиянки ориентированы на карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями. При этом доля женщин в отраслях, где зарплата остается ниже средней по экономике, составляет от 60 до 80%. В результате, несмотря на высокий уровень образования и занятости, разрыв в заработной плате по сравнению с мужчинами остается на заметном уровне – 28%. Эти и другие вопросы планируется решать, в том числе за счет формирования у женщин интереса к техническим и технологическим специальностям, а также вовлечения их в цифровую экономику, повышение квалификации, развитие дистанционных форм занятости и расширение участия россиянок в сфере предпринимательства. Ну а с 1 марта этого года в России вступят в силу новые правила для дачников и сельских жителей. Они ослабят строгие требования к мангалам и сжиганию листвы и мусора, введенные ранее. В российской газете рассказали подробности. Самое важное послабление касается допустимого расстояния для установки мангалов и шашлычниц. По действующим сейчас правилам их можно использовать на расстоянии не менее 50 метров от дома. На больших участках в 6 соток, 20 на 30 метров. Соблюсти такое нереально. В наказание штраф в несколько тысяч. Правительство внесло изменения в действующие правила противопожарного режима. Весной норматив по расстоянию для мангалов уменьшится до 5 метров. Это касается любого вида печей, шашлычниц и так далее, включая самодельные жаровни. А вот сжигать мусор, листву и сухие остатки с 1 марта разрешено на расстоянии 15 метров от жилых построек, если это будет открытый костер, и 7,5 метра, если огонь разводится в негорючей емкости, например, металлической бочке. Кроме того, с 1 марта вступит в силу понятие садовых и огородных земельных участков. Это позволит участникам СНТ на придомовой территории также заниматься приготовлением пищи, не опасаясь финансовых санкций. В прошлом году российские ученые, как и вся остальная страна, не стояли на месте. Они разработали новые сверхпрочные стали, нашли способ сделать препараты от рака эффективнее, безопаснее и доступнее, а также создали материал для безлитиевых аккумуляторов и многое другое. Об этом и о других разработках расскажем в следующем материале. Несмотря на непростые обстоятельства, в 2022 году российские ученые создали множество новинок. Например, специалисты ВИАМ разработали новые сверхпрочные стали для авиационной промышленности. В ИКТИ создали робота-хирурга для проведения операций в брюшной полости, который дешевле и эффективнее аналогов. Химики Георг Херан совместно с физиками НИИЯФ МГУ научились быстро получать радиоактивные изотопы для препаратов от рака. Это позволит сделать лечение онкологии доступнее, эффективнее и безопаснее. Специалисты МГУ и Сколтеха разработали материал для натрий-ионных аккумуляторов. А в Петербурге создали первую в мире ледовую платформу «Северный полюс» для круглогодичных исследований в Арктике. Хороших вам новостей! Ну, Паша, мы все-таки опять возвращаемся к новогодним праздникам, хоть они и завершились, но последствия до сих пор дают о себе знать. Но в моем случае, наверное, в случае многих жителей не только нашей республики, а вообще страны, это, конечно же, лишние килограммы. У тебя что есть? Да у меня все есть. И лишние килограммы? Недосып, сбитый режим, лишние килограммы. Как называют, есть ли термин или нет, когда ты после праздников выходишь резко в рабочие будни. Это тоже есть. Все есть. Я богатый человек. То есть у тебя... На эти вещи. И как долго ты обычно восстанавливаешься? Ну, могу до следующего Нового года восстанавливаться. Не, на самом деле все зависит от настроя самого человека, мне кажется. То есть, если ты настроен, как бы надо войти, резко начать работать, то ты в первые 3-4 дня, я думаю, ну, ладно, рабочая неделя, первую рабочую неделю войдешь в этот ритм, и потом дальше все как по маслу. Ну, тогда я предлагаю тебе посмотреть следующий сюжет, и, возможно, эти полезные советы пригодятся и тебе.
Плавно вливайтесь в работу. После праздников от вас не ждут подвигов. Включайтесь в работу постепенно. Можно пока без энтузиазма. Мозг привык к ничего не деланию, отдыхал как машина в гараже. Перед предстоящей поездкой машину прогревает и заправляет. Будьте здесь последовательными. Прогрейте мозг и дайте себе время освоиться, делая упор на эффективность, а не на скорость. Больше гуляйте. Физическая активность стимулирует умственную, поэтому занятия спортом быстрее разбудят мозг и взбодрят организм. Не налегайте на силовые тренажеры в надежде за неделю сбросите все, что наели в празднике. Лучше выбирайте кардиотренировки, велотренажер или беговую дорожку. Полезно походить в бассейн или на йогу. Минимум 30 минут в день ходите пешком. Может быть, первое время стоит отказаться от автомобиля или выйти из дома пораньше, чтобы пройтись до автобусной остановки или до работы пешком. Получасовая прогулка сжигает калории, улучшает кровообращение и защищает от болезней, в том числе от некоторых видов рака. Не нагружайте организм. После сытных салатов и тортов с кремовой прослойкой удар безуглеводной диетой не принесет толку. Если организм будет получать мало пищи, он получит мало энергии. Метаболизм замедлится, а питательные вещества направятся не в энергию, а в бока. Чтобы постепенно наладить питание, ешьте больше фруктов и овощей. Заодно пополните запас витаминов. Больше пейте. Речь идет о чистой воде. Она ускоряет обмен веществ, заставляет ферменты активно работать и сжигать калории, дает чувство насыщения и подавляет ощущения, которые обычно ошибочно принимает за голод. Стакан чистой воды защитит от случайно залетевшей в рот конфеты. Идите в баню. Спасаться в сауне от похмелья не нужно, как и выпивать в процессе, а идти в баню спустя некоторое время, чтобы взбодриться после алкогольных приключений. Будет полезным. Горячий душ не хуже возвращает к жизни и снимает отечность. Начинайте купание с ног, постепенно поднимаясь наверх. Если вы уверены, что с вашими сосудами все в порядке, можно попробовать контрастный душ. Сделайте огуречную маску. Следы январского застолья отражаются на лице в виде отеков и темных кругов под глазами. Конфетки и тортики отвечают высыпаниями, а сбитый режим сна тусклым цветом лица. Самое простое – разложите по лицу огуречные дольки и 15 минут полежите в покое. Как альтернатива заварите зеленый чай или листья мяты. Разлейте в кубики для льда и отправьте в морозилку. Легкий охлаждающий массаж успокоит кожу и снимет отечность. Мотивируйте себя. Главный вопрос остается открытым. Как после праздников заставить себя работать? Поставьте на будущий год цели: поехать в отпуск, купить новое пальто или поменять в спальне диван. Зарабатывайте на исполнении собственных желаний. От приложенных усилий зависит, как скоро вы приблизитесь к цели. Ну и, наконец, высыпайтесь. На основе этого пункта держатся все предыдущие. Старайтесь ложиться до полуночи и вставать в одно и то же время. Постепенно организм привыкнет и научится просыпаться без будильника. Из всех советов для себя я, наверное, сегодня попробую взять огурцы все-таки, наложить, снять ту самую отечность. Ну а также контрастный душ, я думаю, хуже не будет. Да, я вот каждый год, смотря вот на эти советы, как выйти из новогодних праздников, я просто понимаю, что самое оптимальное решение — сделать выходные дня 2, и все будет у всех хорошо. Ну, то есть суббота-воскресенье впереди. 31-е, 1-е, ну 2-е может быть, все. И давайте возвращаться к привычному ритму жизни. Но мы переходим к следующей теме нашего утреннего эфира. В России только 28% россиян от 18 до 35 лет считают, что быть патриотом – это значит быть готовым взять в руки оружие для защиты своей родины. Об этом в своем телеграм-канале написал директор Института прикладных политических исследований Высшей школы экономики Валерия Косомара. По ее словам, для 42% патриотизм подразумевает честную работу и достойную
активный образ жизни, а еще 39% просто жить в России и любить свою страну. Косомара добавила, что молодежь куда острее переживала события 22 года по сравнению со старшим поколением, так как ей пришлось встретиться с несколькими вызовами: СВО, уход брендов и блокировка социальных сетей, частичная мобилизация и инфодемия. Сегодня для молодежи создаются условия для сплочения вокруг флага по разновекторной модели. Есть возможности для любого вида помощи и поддержки военнослужащих и их семей, заявила Косомара. Ну а что же такое патриотизм для подрастающего поколения, узнаем из рубрики «Устами младенца». Патриотизм – это любовь к природе, лесам, озерам и маленьким ручейкам, и цветочкам красивым. Их надо держать в чистоте и следить, чтобы они были очень красивыми. Патриотизм – это когда любят свою страну и никуда не хотят улетать. Хотят делать лучшее для своей страны. И люди жили хорошо. Я тоже люблю свою родину. Это город Якутск. Это не только военная служба и боевая техника, это еще изобретение, созданное учеными, полезное для Родины. Это, например, роботы, машины и новые игры. Патриотизм – это когда человек готов все сделать для своей семьи и родины. Например, когда военные идут на войны, но они не знают, что с ними будет, но все равно идут ради своей России. Патриот – это такой человек, который умеет постоять за себя, защищает свою семью, своих друзей и многих других людей. Это сильный человек. Патриот – это тот, кто идет на подвиг, старается прикрывать свою родину от вражеской пули. Мой прадедушка был таким. У нас дома есть его портрет с орденами и медалями. Я горжусь своим прадедушкой. Мне очень нравится смотреть эту рубрику, потому что устами младенца истина гласит. И вот один мальчик сказал, что патриот – это сильный человек. И я вот с этим полностью согласна. Говоря про детей, все-таки детство – это только начало жизни, и оно должно быть беззаботным, радостным. Этому учат сказки. Нет, сказки учат не быть веселым, радостным, а морали какой-то учат. Тем не менее, столько разных интересных названий в сказках бывают. И вот конек-горбунок, персонажи вот элементарно. Откуда же такие названия появляются? Давайте узнаем из нашей следующей рубрики. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы продолжаем наш разговор о волшебных существах, о том, как их названия возникли в русском языке. В прошлый раз мы с вами говорили о слове «русалка», и можно точно сказать, что о слове «русалка» известно точно, что точно ничего не известно. Другое дело слово «леший». С ним все просто и понятно. Это слово появилось из старославянского языка и дословно переводится как «лесной, поросший лесом». Постепенно это слово приобрело негативный окрас и стало обозначать враждебно настроенного духа, который обитает в лесах. Это был хозяин леса, и этот дух, он враждебно относился к людям, потому что оберегал флору и фауну от пагубного влияния людей. Видимо, экологические проблемы шли с человеком рядом с незапамятных времен. Итак, леший – это лесной, поросший лесом. Обитатель лесов – злой дух, который оберегает свои владения. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Давайте говорить правильно. Мы не перестаем говорить об этом. Ну и, конечно,
правильно. Но иногда перестаем говорить правильно. Нет, правильно говорить, конечно же, учат нас в первую очередь литература. Ну и учитель русского языка. А вообще, да, литература, конечно же, ну, чем больше человек читает, тем он грамотнее, тем он, ну, в том числе и у него кругозор шире. Чтение — это вообще прекрасная вещь, особенно если это какие-то книги про путешествия, которые позволяют не только природу вещей понимать, а природу всего мира и географию в какой-то степени, то цены таким книгам, конечно же, нет. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Книжная полка» на телеканалах Якутия-24 НВК Саха мы поговорим о культовом подростковом романе Джона Грина «В поисках Аляски». Эта книга занимает 9-е место среди рейтинга 100 лучших книг для подростков по результатам опроса американского новостной некоммерческой организации и получившей множество литературных премий. Эта книга будет интересна не только для подростков, но и для многих взрослых, которые были бы рады вспомнить себя в юности. Поиски главного героя в этом необъятном мире приведут его к новым друзьям, удивительной девушке, необычным открытиям и к стремительному взрослению. В этом возрасте каждый из нас что-то ищет, да не все находят, но нашему главному герою Майлзу очень повезло. Он находит больше, чем на это рассчитывал, но, правда, ненадолго. А что же дальше? А дальше взрослая жизнь со своими проблемами и сложностями, хотя в памяти изредка будет вспыхивать огонек былого счастья, такого далекого и, казалось бы, невозможного, но оно было и оно незабываемо. Эта книга прежде всего о дружбе, о влюбленности, о нелегкой жизни современного подростка, да и много еще о чем. Хотелось бы отметить, что после прочтения этой книги вам придется о многом подумать, многое переосмыслить. Я рекомендую эту книгу для подростков, молодежи, для их родителей, хотя бы для того, чтобы чуть глубже вникнуть в проблемы молодого поколения. И позвольте напомнить, дорогие друзья, что эту и другие книги вы можете одолжить в нашей национальной библиотеке, также прочесть их в электронной форме в приложении Литрес абсолютно бесплатно с помощью нашего читательского билета. А для этого нужно просто стать нашим читателем. До новых встреч! Ну а в столице региона, в арт-галерее УрГЛ, проходит уникальная выставка иконописца из народа Саха, члена Союза художников России Ирины Тимофеевой. Называется выставка «Славим Рождество Твое» на земле Аланхо. Ее работы неоднократно экспонировались на выставках в Третьяковской галерее, в Музее истории города Москвы, в Музее храма Христа Спасителя, посольстве Армении в Беларуси и в других крупных городах. И сегодня у нас в гостях сам автор этих работ, иконописец Ирина Тимофеева. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, ну у вас очень интересное не просто увлечение, хобби, да, но это, наверное, и такая профессия, можно сказать. Да? Вот как вы стали вообще иконописцем? Ну, во-первых, конечно, для меня это не хобби, а профессия, вот на самом деле, да. Потому что я только вот пишу иконы и больше ничем, в принципе, не занимаюсь. Ну, как давно? Кроме других хобби. Как давно этим занимаетесь? Ну, в общем-то, дата моего занятия иконописью, ну, в общем, можно сначала сказать, интереса к этой сфере области искусства. Это были конец 80-х годов, где-то 89-й. Потом, значит, 91-е годы, 93-е годы. И поэтому я иногда вот путаю, вот, когда вот у меня вот все это начиналось, иногда вот начинаю 89-го, иногда 91-го, ну и так далее, да. А вот что сподвигло именно иконописью заняться? Да, то есть искусство все-таки или вера? Вот как? Вы знаете, меня сподвигло, вот я могу сказать, положа руку на сердце, что это меня сподвигло, в принципе, искусство, да, потому что я сначала хотела быть искусствоведом, и 2 года проучилась вольнослушательницей Столиковского института в Москве на факультете искусствоведения. Занималась у профессора, прошу прощения, да, чуть-чуть, да, у профессора, да. Вот. И тогда я об этом, в общем-то, много писали в СМИ, здесь, в Якутии в основном, почему-то это очень интересует, да.
И когда вот на эти вопросы, почему-то вот мне задали вопрос о богословских понятиях. Допустим, даже поступающие студенты, абитуриенты не знали. Мы же все, в принципе-то, после 10 класса, ну, и либо там, значит, после 2 лет после окончания школы. И тут задавали такие сложные вопросы, вот почему-то именно мне. Значит, я потом уже спрашивала, какие вопросы у них были. Допустим, как называется одежда у Богородицы? А я даже не знала это слово «мафорий». Понимаете, красивое такое слово «мафорий». Как называется одежда у Иисуса Христа? Гематий и хитон. Я даже, как говорится, и во сне не видела такие То есть красивые у вас и словарный слова. запас, да, сейчас у меня, расширился? ну, даже это не в словарном запасе. Понимаете, это надо знать уже. Это узкий круг как бы знаний тогда и в советское время даже было. Но есть определенные Поэтому... каноны ведь еще, правильно? Но То это есть- каноны, это уже потом, это уже позже, когда ты уже углубляешься в эту сферу, это уже ты начинаешь различать каноны и другие вот атрибуты вот этого делания, да. Ну, а с точки зрения вот именно работы, да, как правильно сказать, над объектом, да, над иконой. Над иконой, Чем, над образом, да. Нет, имеется, я хотел общее слово, чтобы сказать, и картина, и икона, Да. как бы, чем все-таки иконопись отличается вот от классических художественных работ, вот, ну, то есть, да, с ними, там вроде бы нам все понятно, да, берешь Да. кисть, у тебя есть воображение, у тебя есть картинка, выстраиваешь экспозицию, глубину и так далее, а в иконе какие нюансы есть? Вот как раз вот я могу уже включить ваши слова, да, вот в свой ответ. И вот как раз вы сами, того не зная, сказали воображение, да, включить композицию, да. А вот в иконописи воображение не работает, потому что есть уже историческое предание, есть уже исторические личности, да, как вот, допустим, пророки, апостолы, сам Иисус Христос, Дева Мария, Богородица, да. То есть И вот, придумать что-то да, новое. придумать такое, и вот как бы исказить вот это вот предание своим измышлением, либо там свободным каким-то вот веянием, интерпретацией. Ну, интерпретация даже где-то может быть внутри канона, но вот как бы воображение вот по поводу канона не должно быть. То есть тут уже когда не то чтобы не приветствует, это уже не канонично, в общем-то. Тут уже надо как бы знать вот эти вот исторические моменты, исторические сюжеты и вот религиозные вот все эти праздники и истории церкви, ну и в результате истории вообще как бы мира, страны, человечества. Да. Ирина, возникает сразу вопрос, а кто же заказывает иконы, да, вот может прийти просто человек и сказать, я хочу, чтобы у меня на иконе было вот изображено это, и либо я хочу вот реплику. Такое бывает, или вы все-таки работаете больше вот с церквями и, допустим, расписываете стены, да? Ну да, вот, ну вот я думаю, вопрос, конечно, как бы не такой, можно сказать. Заказывают, конечно, все, в принципе, но я в основном пишу для храмов, для церквей, для монастырей. Вот ко мне вот заказы такие поступают от настоятелей храмов, от иереев, от священников, вот Москвы, там, Перми, Казахстана, ну и так далее, да. Вот. А так, конечно, часто лица тоже заказывают, да. Они Бывает могут, такое, да? Да, они могут подойти, сказать, и, в общем-то, уже разрабатывается образ вместе с ними. И вот все это делается там уже. Вот там. сразу интересует вопрос материал, да, вот вы же рисуете, наверное, не на простом холсте, как, допустим, да, художник, у вас, наверное, все-таки и здесь есть определенные, да, моменты, которые нужно соблюдать. Конечно, да. Потому что в иконописи вот материалы тоже имеют большое значение, поскольку вот материальный мир тоже дал Господь, сотворил все это, да, поэтому все материалы у нас тоже органического такого вот растительного происхождения. Это, допустим, и осетровый клей, и минеральные краски, добытые вот из недр земли, вот просто, да, допустим, лазурит, азурит, киноварь, все эти вот это минеральные краски, они вот в камне, и мы их, когда вот, мы раньше в 90-е, даже в 90-е годы покупали у геологов. У геологов вот эти камни, и их дробили сами в ступе, да,
и потом уже курантом творишь эту краску. То есть вот это вот процесс раздробления до мелкой дисперсии, вот это вот камни, да, это тоже называется вот таким, да, творение. То есть ты творишь вот эту краску. Просто какая курантом, уникальная, да, вот работа. это вот делаешь, и очень красиво там потом сначала вот эти камни, да, и как они потом в цвет превращаются, это вот похоже как на чудо Волшебство, такое, да? на волшебство, да. Ну вот вопрос такой, то, с чего начали мы, в принципе, ну, вообще этот блок нашей программы, выставка, которая проходит в арт-галерее. Можете про нее рассказать, что там, что могут увидеть посетители выставки? Да, ну, на выставке, конечно, посетители могут увидеть мои работы. Ну, вот я не знаю даже, с какого года посчитал, но у меня вот получилось 33 года. И вот результат моего 33-летнего вот труда, в общем-то. И по приглашению Юрия Васильевича Спиридонова, директор галереи «Юргель», и вот у меня вот получилась такая спонтанная выставка. В принципе, я приехала вообще-то в Якутию по семейным обстоятельствам. И у меня не было как бы в мыслях вот открывать персональную. То есть вы сейчас проживаете не в Якутии? Я сейчас нет, да. Вообще я в Москве живу уже 86-го, ну даже вот где-то там. В 84-м я поступала в Ленинградский институт. Ну, можно считать из этого года. Ирина, спасибо большое, что посетили наш утренний эфир. Мы желаем вам, наверное, самое главное — здоровья, да? Ну и, конечно, вот творите, созидайте, и ваша работа, она действительно во благо. Благодарю вас. И я всех приглашаю на свою выставку. Всех поздравляю с новолетием, с Рождеством Христовым. И всех благ и светлого Рождества. Как здорово, на самом деле. Такие хорошие слова. Ну а мы прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы, которые готовы рассказать о последних новостях. Доброе утро, вы смотрите новости. Зимой на дорогах Якутии транспортная ситуация ухудшается из-за ограниченной видимости. Особое внимание инспекторы ГАИ призывают оказывать тем участкам дороги, вблизи которых расположены школы и другие детские учреждения. Тем более, что с 8 по 12 января в столице проходит республиканская научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее», на которую съехались более 1500 детей со всей республики. А значит, в столице возможно движение колонны детских автобусов, которые следует пропускать, дабы избежать административной ответственности. В зимних условиях очень много ДТП, когда водители, особенно после больших транспортных средств, больших грузов, как правило, автобусов, из-за выхлопных газов, из-за тумана, из-за снежной пыли не замечают впереди следующий транспорт. И вследствие чего не выдерживает безопасную дистанцию между транспортными средствами, и происходит очень много ДТП как раз-таки вне населенных пунктов. С 1 января в Якутии увеличилась величина прожиточного минимума и составляет 21 706 рублей в среднем на душу населения. Об этом сообщает региональный Минтруд. По основным демографическим группам населения его величина равна. Для трудоспособного населения 23 660 рублей. Для пенсионеров 18 667 рублей. Для детей 22 560 рублей. Прожиточный минимум на этот год установлен в особом порядке с учетом опережающего увеличения в течение отчетного года в связи с ростом цен. Рост по сравнению с январем прошлого года составил 13,6%. На республиканском портале госуслуг заработал сервис «Объединенный платежный документ». Цифровое решение позволяет оплатить в один клик жилищно-коммунальные услуги и взносы на капремонт. Сервисом могут воспользоваться пока только жители Якутска. В этом году его планируют также запустить первым этапом в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском и Алекнинском районах. К сервису подключены все ресурсно-снабжающие организации столицы республики, управляющие компании, кроме Прометей и ТСЖ. В новом сервисе можно проверить начисления, оплатить их картой любого банка, передавать показания приборов учета, а также отслеживать историю платежей. Управляющие компании и ресурсно-снабжающие организации выгружают информацию о начислениях за расчетный период до 5 числа каждого месяца.
Около 1800 школьников представляют свои проекты на конференции «Шаг в будущее». В Якутске стартовала ежегодная республиканская конференция имени академика Ларионова. В этом году в конкурсе молодых исследователей заявлено более 1500 проектов со всех районов республики. Мероприятие проходит в гибридном формате. Участие принимают учащиеся с 5 по 11 классы в 39 секциях. В экспертных советах состоят более 350 ведущих ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов. Лучшие работы будут отобраны для участия во всероссийском этапе, победители которого получат льготы при поступлении в ведущие вузы. Здесь раскрываются таланты каждого ребенка, независимо от качества обучения. Каждый ребенок имеет свою какую-то идею, инициативу и пытается исследовать, занимается наукой в старших классах. И думаю, что темы детей будут продолжены в студенческие годы, и кое-кто, конечно, попадет и в науку в будущем. Хочется, чтобы темы были практикоориентированы на сегодня, потому что наша страна сегодня нуждается в новых открытиях, новых таких идеях. Поэтому мы сегодня много говорили о том, что темы детей должны быть расширены. На этом у нас все. Хорошего дня. Вот таким было утро вторника, 10 января. Да, именно таким и никаким другим. Но на утре день не заканчивается, день только впереди, поэтому, уважаемые телезрители, хорошего вам дня. Пусть сегодня все у вас получится. Те, кто еще не смогли полностью восстановиться после новогодних праздников, давайте берите себя в руки. Пора это уже делать. Завтра снова увидимся.